что посадил, то, что меньше нравится, это, как правило, растет быстро. То, что больше нравится, это растет медленно. Но я думаю, если что-то будет расти хуже, оно, наверное, станет просто уязвимым. Вот. И у меня вот больше всего встречаются крупные крокусы, и я их пытаюсь рассаживать, а почему-то вот так крокусы, они сами ползут во все стороны, ползут относительно, потому что они размножаются в основном детками луковиц. Вот рассыпаются, кстати, крокусы, как и большинство мелколуковичных, на несколько видов. То есть образуется ну, такое вот гнездо с луковицами. А меленькими, ну, выкапываете, там мелкие, крупные, вот как раз там такая с Вот. Что так дела? Очень выразительные цветочки, на мой взгляд. Вы просто, наверное, Не видели в большом количестве. И, кстати, сцена может быть срезочным цветочком, правда. Но вот максимум там цветоножки где-то с карандашик, букетик-то не обязательно должен быть у взрослых. Нет, ну понятно. А они Букетика на ладошке. Сцилла пахнет? Нет. Не пахнет. Она просто радует взор. Сцилла не пахнет. Если мы хотим пахнущий цветок, как я уже сказал, вот обратите внимание на практически, которые, на мой взгляд, я их так люблю,
Да, гиацинты популярны, потому что очень неприхотливое растение, выгоняются очень легко, легче даже, чем тюльпаны. Плюс очень красивые расцветки, то есть там яркие, есть красные, багровые, синие, белые, ну каких только нет. Ну и самое главное запах. Ну только, конечно, посмотри, какие редкие красивые гиацинты, потому что, да, иногда один запах бывает очень резким таким, когда ты Давайте, Андрей, еще скажем, вот крокусы, сциллы, гиацинты, если мы сажаем на участке, это, как вы сказали, те растения, будете с лопатой вредить экосистеме, листвой и создадут тень. То есть они как раз-то забирают первое весеннее солнышко, когда и никто не мешает. Друзья, сейчас прерываемся на новости, потом продолжим разговор. Наш координаты 5533 для ваших сообщений в виде смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 8903 170 6363. Удачный сезон. Все о загородной жизни. В Москве 8:30. Новости. С Международным женским днем россиянок поздравил Владимир Путин. Президент отметил способность женщины оставаться прекрасными, успевая все и дома, и на работе. Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать, и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей. Дорогие наши женщины, нам, мужчинам, скажем прямо, порой не просто быть достойными вас, но мы будем к этому стремиться. И делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо. То, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам. Еще раз поздравляю всех женщин с 8 марта. Желаю вам здоровья и счастья. В российских регионах в честь праздника пройдут разнообразные акции. Волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Москве, Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае, проведут акцию «Вам, любимые». Подарят цветы девушкам на главных улицах, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях пройдет акция, участники которой смогут выложить поздравления с хэштегом «Вам, любимые». Ну а женщины, которые придут получать водительские права в отдел ГИБДД, получат от сотрудников еще и цветы с поздравлениями. Лучший в мире ракетный двигатель. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, версия новой ракеты-носителя «Ангара» многоразового использования будет великолепна. Так, Маск прокомментировал статью, в которой говорится, что с тестовым запуском новейшего космического корабля Crew Dragon
Халява на дому, привет. Да, нормально. Сам как? Халява на дому, привет. Что, у нас будет сегодня конвой или ничего? Она на работе. Можно, пожалуйста, могу включать свои. Да, у меня, понимаешь, онлайна-то нету такого жесткого. Что следить, вот заходят, а выходят, дойдут, поздороваются, выйдут, как бы. Да вот жду парней, блядь, должны были зайти, нужно конвоем ехать, так хер знает. Зайдут, не зайдут. Компания SpaceX, предназначенного для доставки на орбиту астронавтов, наметила серьезное отставание России в ракетостроении. 2 марта ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon. 3 марта... Спасибо. Симона прогнали с помощью перцового баллончика группу мужчин, которые пришли поздравить посетительниц. Отмечается, что в кафе, когда владельцы разрешали ходить только женщинам, вошли 7 парней с цветами и пытались поздравить присутствующих дам с наступающим 8 марта. Они сорвали наше мероприятие, просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать «Поздравляю!». Просто покататься, подождать. Должны двое зайти. Ну, так. Блять. Еще не проснулся, блядь.
весной прямо вот зацветут? Или все-таки весенние цветы, они осенью сажают? Цветущие уже. Луковичные. Это многолетник. Можно посеять семенами, но если вы семенами посеете, конечно, На следующий год. да. Но купите те самые примулы, цветущие уже. Вот чем хорошо покупать цветущие растения, тем что вас уже никто не обманет. Но даже цветочки не применяют, да? Поэтому вы уже видите, какой сорт, какая Примулы маленькие, да? Как все ранние цветы. Или я имею в виду сам в горшочке им очень хорошо украшать, например, в коммунистическом садике, какие-то там горочки, клумбочки. Просто великолепный цвет. Прикольно, красный. И, кстати, очень красивый цветок. Местечко, где примула растет практически сама по себе в виде. Прекрасно растет. Она расцветает. Биологическая фаза. Вот просто почему это ранневесенние цветы так желанны? Потому что мы соскучились по растениям, особенно по цветам. А тут не просто цветы, это просто такая вот гармония какая-то красок. Прекрасно, когда можно. Я когда весной приезжаю на дачу, и это все даже открыть дом, и сижу. Ой, слушайте, а извините, про подснежники можно посадить? Конечно, это галантусы, так называемый галантус. Ну, подснежниками часто у нас называют все ранневесенние цветы, в том числе иногда я слышал версию, что и примулы это тоже подснежники, но настоящий подснежник это, безусловно, галантус, такой с поникшей цветочной головкой. Очень красив. Кстати, его тоже можно срезать, срезочная культура. Ну, конечно, такие букетики на ладошечке получаются. Но размер букета ведь не важен. Важна искренность букета и красота букета. Вот я помню, День подснежника есть даже такой, по-моему, на 19 апреля. Я даже, у меня вот моих друзей была свадьба 19 апреля, я им подарила, ну не им, а невесте, подснежники. Правда, они вот утром были куплены, к тому моменту, как я их дарила, середина дня, от них уже мало что осталось. Нет, они были срезаны, да. Они, конечно, не могут без зимы, да. Не стоят ранневесенние цветы, но вот если мы забыли, хорошо напомнили про галантус, то очень не пропустили галантус. И рекомендую всем посадить галантус. Теперь чуть-чуть более редким, это не значит, что говоришь, вот это вот редкое растение. Тут же есть, вовсе это не редкое. Что это говорит? Пушкине? Не я или Пушкине? Не то
Мусина бы точно. Вот, постепенно память возвращается ко мне, да? Похож, ну, я бы сказал, на гиацинтик, и у него такие лазури. Вот я ее нашла. Ой, какая красота. Да, цветы, и я тоже очень люблю. Белые с голубыми. То, что вы смотрите, наверное, это вот самый такой обычный лазурный, тоже у меня. Так много-много цветочков на стене.
ударить немедленно либо на помойку их, либо защитить их назад. Давайте вернемся к прекрасному. Вот тут пишет нам из Тульской области, спасибо, кстати, за поздравление. Лаванду в горшочке, прекрасный подарок. Ну и я думаю, почему обязательно в горшочке? Можно же лаванду и высадить. Вот у нас коллега замечательная наша, которая охотится за лавандой, и потом поскольку она родится, как лаванда прямо на участке расцвела, насколько она чем ее? Либо, если какие-то там укрывные материалы, вроде соломистого навоза, тоже Более прихотливые, чем роза, например. Ну, что значит более? Розы тоже разные бывают. У меня есть розы, которые я никогда вообще не укрываю ничем. За всю историю в самые неблагоприятные зимы они не подмерзали, поэтому розы тоже рознь. Поэтому если вы не собираетесь, как за ребеночком, за розой ухаживать, потому что есть розы очень прихотливые, за которыми побегать надо. Уж лучше вот такие, которые растут, что называется, сами по себе. А вообще, я знал человека, который говорит, что лучшая роза для него это шиповник, потому что шиповник растет красиво и создает ароматную и непроходимую изгородь, а вообще мир шиповников тоже очень огромный, большой, каких-то шиповников нет. Я знаю, сортов. Вот я теперь периодически высаживаю куда-то за забор участка и целую такую аллею из разных шиповников уже посадил. И цветут красиво, и дают самое главное много витаминных плодов. Я все время вспоминаю свою бабушку, которая целыми днями, вот шиповник пошел, она собирала, на лавочке сидит, разрезает шиповник, выбирает оттуда семена, на ниточку нанизывает и сушит, а потом всю зиму вот этот вот настой шиповника заливается в криночку, в глиняную криночку, кипяточком, сверху блюдечко, и вот этот шиповник. Всякий раз, когда вы рассказываете про шиповник, я вспоминаю, что я до сих пор не выкопала из соседнего участка, а надо сказать, что он заброшенный, дикий, там нет даже забора, дикий шиповник. И всякий раз меня что-то останавливает, потому что, конечно, ягоды у него явно не такие, как у культурного шиповника, они маленькие, неказистые, но вот когда он зацветает, а я помню ваши слова, что если цветет шиповник, началось лето, настоящее лето, и, конечно, он очень красиво цветет розовыми цветами и очень душисто пахнет, но вот мне... Диким шиповником в свое время обсадил вот где же в садовом участке, чтобы просто он закрывал ее со всех сторон и своим запахом немножечко отбивал, когда не всегда вывозят туда. И очень красиво получилось, причем вот он в лесу, этот лесной шиповничек, он рос такие большие, в таких полукультурных условиях, он ростом стал 2,5 метра. 2,5 метра это огромные кусты, все усыпаны цветами и ягодами. Кстати, периодически туда приходят люди, чтобы пособирать, несмотря на то, что вроде бы там близость с мусорными контейнерами,
помощников, те же самые божьи коробки, трихограммы и прочие помощники. Все они Главное нам, любят что играть. касается первоцветка, не забыть осенью о том, о чем вы нам сейчас рассказывали. Но мы Осенью ждем. обязательно Андрей, напомним. спасибо Еще раз большое. с праздником. До Замечательно. встречи. Удачи, Спасибо. счастья. Все о загородной жизни. Вести ФМ. Волгоград 106,8. Махачкала 100,3. Мурманск 107,8. Владикавказ 106,3. Новосибирск 104,6. Самара 93,5. Москва 97,6. По данным ФОБОС, 8 марта в Сибири в Омске ожидается небольшой снег, 4-6 градусов мороза. В Новосибирске временами небольшой снег, минус 1-3. В Иркутске без существенных осадков, 0-2. На северо-западе России в Вологде ожидается мокрый снег, дождь, плюс 1-3. В Великом Новгороде также осадки, 2-4 градуса тепла. В Калининграде временами небольшой дождь, плюс 7-9. В Поволжье и в Казани в пятницу без осадков, 3-5 градусов мороза. В Самаре минус 6-8. В Нижнем Новгороде небольшой мокрый снег, 0-2. На юге России в Ростове-на-Дону без осадков,